Как уйгуры помогли Хубилаю стать великим ханом Монгольской империи. Хан Мунке был старшим сыном Талуи и стал последним общепризнанным великим ханом, который управлял всей Монгольской империей из столицы Каракарум, на месте бывшей столицы уйгурского каганата Орду-Балык. После смерти хана Мунке среди сыновей Талуи началась грызня за престол. На звание великого хана Монгольской империи претендовали два брата, Хубилай и Арик-Буга. Хубилай был внуком Чингисхана и вторым сыном Талуя. В 1264 году столица империи официально была перенесена Хубилаем из Каракарума в Китай и получила название Хан-Балык, современный Пекин. Его младший брат Арик-Буга также был провозглашенный великим ханом, опираясь на традиционную монгольскую знать, обосновался в Каракаруме, который для них оставался столицей Монгольской империи. Сторонники Арик-Буги, недовольные явной склонностью Хубилая к китайской культуре, утверждали, что он ассимилирован ханьским народом, и заявили, что применит военную силу против Хубилай-хана, чтобы восстановить кочевой образ жизни монголов. Так, развернулась борьба за титул великого хана всей Монгольской империи. В войне между Хубилаем и Арик-Бугой большинство уйгурской элиты поддержало Хубилая. Роль уйгурских дипломатов и генералов в войне между Хубилай-ханом и его младшим братом Арик-Бугой была решающей. Уйгуры, как привилегированная группа, занимали ключевые посты в администрации и армии Монгольской империи. Поддержка уйгуров предопределила победу Хубилая. Основные аспекты дипломатического участия уйгуров. Уйгурские чиновники использовали свои навыки переговоров и знания языков для укрепления позиций Хубилая. Первое. Посредничество с Чагатайским улусом. Уйгуры, имевшие связи со Средней Азией, нейтрализовали поддержку Арик-Буги со стороны чагатаидов. Второе. Переговоры с китайскими элитами. Уйгурские дипломаты убеждали китайских чиновников и военачальников признать Хубилая легитимным правителем. Третье. Контроль информации. Уйгуры занимали ведущие посты в управлении переводов и контролировали переписку между ханами, что позволяло Хубилаю управлять переговорами. Уйгуры-дипломаты. Уйгур Шибан был учителем старшего сына Угэдея, Гуук-хана. Шибан убедил уйгурского наёна Аши-Тимура перейти на сторону Хубилая. Аши-Тимур командовал 20-тысячным войском и сначала поддерживал Арик-Бугу, что создавало угрозу тылам Хубилая. Благодаря Шибану Аши-Тимур встал на сторону Хубилая. Это лишило Арик-Бугу значительных сил в ключевом регионе, укрепило тылы Хубилая, позволив ему сосредоточиться на борьбе в Монголии. Уйгур Ань Цзан, известный как Го Бао с почетным званием Старец Дворца Дракона, переводчик и ученый эпохи Юань, выступал посредником между Хубилаем и Арик-Бугой, лично встречаясь с обоими, убеждал их примириться. Учил Хубилая: назначай мудрых без колебаний, изгоняй зло без сомнений. В итоге, Арик-Буга согласился на временное перемирие. Однако его окружение, включая наёнов Хундухая, отвергло компромисс. Уйгур Сагис, опытный администратор и советник Хубилая, наставник семьи Ачигина, младшего брата Чингисхана, использовал свой авторитет, чтобы убедить Тачара, внука Ачигина, перейти на сторону Хубилая. Это позволило Хубилаю укрепить тылы перед войной с Арик-Бугой. Изначально Тачар, как и многие другие монгольские князья, склонялся к поддержке Арик-Буги. Без поддержки Тачара и военных ресурсов его улуса Хубилаю было бы сложно победить. Участие уйгурских военачальников на стороне Хубилая сыграло ключевую роль в его победе над объединенной армией Арик-Буги и его сторонников. Уйгуры-военачальники. Уйгур Арик-Хая, генерал, участвовал в подавлении мятежей в Северном Китае, лишив Арик-Бугу поддержки местных кланов. Позже стал наместником Хубилая в Хунане и Гуандуне. Уйгур Балу командовал уйгурскими и китайскими частями в битвах против войск Арик-Буги в Монголии, организовывал снабжение армии Хубилая через оазисы Турфана и Хами, контролируемые уйгурами. Полукров Лян Сянь, полууйгур, полукитайский генерал, воспитанный в конфуцианских традициях, руководил обороной Шинси от вторжений Арик-Буги, используя уйгурскую кавалерию для рейдов в тыл противника. Уйгур Куркюс, генерал Куркюс из знатного рода идикутов уйгурского турфанского государства. Куркюс – один из ключевых военачальников Хубилая. В решающей битве при Шандуне победил китайского генерала Литана, который поддерживал Арик-Бугу. Его главная заслуга – контроль над шелковым путем с использованием уйгурских отрядов для быстрого маневрирования, что лишало Арик-Бугу доходов. Его войска обеспечивали безопасность торговых путей и давали Хубилаю ресурсы для войны. Юхумши – уйгурский военачальник, сын известного Тататунги, учителя Чингисхана. Его роль в войне была критически важной для исхода конфликта. Ключевая битва у гор Люпань-Шань. Этот горный проход контролировал пути между Северным Китаем и Центральной Азией. В 1260 году один из главных сторонников Арик-Буги, Хундухай, поднял мятеж в районе Люпань-Шань.
Юхумши сумел отбросить войска Хундухая. Это обезопасило тылы Хубилая и позволило перебросить дополнительные силы. Юхумши погиб в бою. Уйгур Тегечжу Айхучжи, военачальник империи Юань. Его отец, Таньхуа Айхучжи, командовал 4 племенами, уйгурами, алавунами, Мецели и Басы. Погиб во время похода на Сычуань. При Мункэ-хане Тегечжу был назначен управляющим уйгурскими землями Хами и Куча, ключевых регионов западного края. Когда сторонники Арик-Буди, Хундухай и Аландар захватили Тегечжу, ему удалось бежать из плена. Он возглавил войска своих 4 племен. На границе с Тибетом местный вождь Белачун преградил путь войскам Хубилая. Тегечжу разгромил его, восстановив контроль над дорогами. Хубилай пожаловал ему золотую тигровую пайцезу, дававшую право на власть от имени хана. Это был высший знак доверия, позволявший управлять войсками и собирать налоги. Получил звание великий генерал ясной доблести. Уйгур Бадан, военачальник империи Юань, служил при дворе Дуань Шигуанем, судьей Инфан Ваньху, тысячником соколиных охот в Чжэндэнлу. Сражался против Арик-Буди в битве при Сэмэнту, Монголия. Битва при Сэмэнту стала одним из ключевых эпизодов войны, получившей название «Подвиг Бадана в войне против Арик-Буди». Войска уйгурского полководца Бадана в том бою нанесли поражающий удар по силам Арик-Буди. Он стал легендой, когда в один день трижды атаковал войска Арик-Буди, захватив множество пленных. Участвовал в походе против Хайду. Победил и получил от Хубилая награду «Золотой слиток» и «Серебряным трон». Хубилай лично вручил Бадану «Золотой слиток», высший знак отличия в монгольской традиции. Захваченные воины Арик-Буди были включены в войска Хубилая. Победа при Сэмэнту ослабила позиции Арик-Буди в Центральной Монголии и открыла Хубилаю путь к Каракаруму и пленению Арик-Буди. Другие ключевые битвы с участием уйгуров. Осада Кайпина 1261 год. Уйгуры участвовали в захвате ставки Арик-Буди, вынудив его бежать. Битва при Шаньдуне 1262 год. Уйгурские войска разгромили китайского генерала Литаня, союзника Арик-Буди. Контроль шелкового пути. Уйгурские гарнизоны в Турфане и Бишбалыке блокировали поставки ресурсов к Арик-Буде. Уйгурская элита поддержала Хубилая, и это гарантировало ведущее участие уйгуров в управлении империей. Уйгуры стали одной из главных опор монгольской династии Юань. Военная и дипломатическая поддержка уйгуров сыграла ключевую роль в победе Хубилая и провозглашении его великим ханом Монгольской империи.